Құрметті ағайындар, бауырлар, дорогие друзья! Огромное спасибо вам за те теплые пожелания, которые звучат в ваших комментариях. Это очень важно для меня и для моей семьи. Огромное спасибо вам за эту поддержку. Это мое третье видеоинтервью, и посвящено оно будет моей биографии. Наверное, выбор темы для некоторых может показаться странным, поскольку мою биографию можно прочитать в Википедии, можно в конце концов погуглить. Но я думаю, те данные, которые есть в Википедии, которые можно найти в открытых источниках, они будут достаточно сильно отличаться от того рассказа, который я хочу записать на видео. Потому что этот рассказ будет больше акцентирован на тех моментах моей жизни, которые, как мне кажется, оказали наибольшее влияние на формирование меня, на формирование моего характера. А такие данные, они, конечно, не попадают в те сухие анкетные факты, которые обычно упоминаются в открытых источниках. Я думаю, мой рассказ про мою биографию, про какие-то мои ощущения того времени, то есть мои размышления, которые привели к тому или иному выбору, они будут интересны как членам моей группы, так и тем, кто интересовался и интересуется моей судьбой. Также, я думаю, будет это очень познавательно и для моих детей, потому что, наверное, некоторые истории для них будут также в новинку. Я родился 28 июня 1963 года в городе Алма-Ате. Я родился в семье интеллигентов. Если помнят люди моего поколения, в советской анкете была такая даже графа «социальное происхождение». Так вот, я обычно в ней твердо вписывал из интеллигенции. И мама, и папа имели непосредственное отношение к науке. Папа был юристом, сначала кандидатом наук, потом доктором юридических наук, заведующим кафедрой криминалистики в Казахском государственном университете. Далее он был директором Института экономики и права КазГУ, а последняя его должность была первый проректор КазГЮА. Вот. Я думаю, огромное количество студентов и его учеников, которые учились у моего папы, и его до сих пор помнят. Он сам по себе был личностью достаточно известной и публичной. Вот, поэтому более подробно останавливаться на его биографии я не буду. Моя мама также была ученым, она была старшим научным сотрудником в Институте химии Академии Казахской ССР, была кандидатом химических наук. Происхожу я из рода Туре. Среди моих предков было очень много знаменитых людей. Это и основатель казахского ханства Женебек хан, это и Исим хан, по законам которого Исим ханның ескі жолы казахский народ жил более 100 лет. Это и Астауке, который выпустил знаменитый свод законов Жеті жарға. И Коныркульжи Кудайменді, основатель города Акмола, полковник и потомственный дворянин Российской империи. Я не скажу, что мое детство прошло под каким-то влиянием моих знаменитых предков. Более того, о том, что я имею таких предков, и о своей родословной я узнал достаточно поздно. Я узнал где-то в 16 лет. До этого на вопрос «рункым» я твердо отвечал «аргын куандык». Вот так меня научил папа, и так говорила в моем роде Аташка. С чем это было связано, я понял уже, конечно, позже. И, наверное, здесь тоже знаменательная история, как я вообще узнал о своей принадлежности к роду Туре. В очередной раз, это где-то был год, наверное, 78 или 79, я уже сейчас точно не помню, когда Аташка приехал к нам в гости. Мы пошли с ним
в музей Казахстана. Он тогда находился в церкви в парке 28 панфиловцев. Ну, как любой молодой человек, меня, конечно, мало интересовали какие-то архивные документы, фотографии. Меня больше интересовали материальные предметы, в частности оружие. Поэтому, осмотрев все, что там было, колющего, режущего, огнестрельного, вот, я начал уже испытывать скуку. Вот. А Аташка надолго застрял у фотоэкспозиции. Вот. Когда я подошел к Аташке и сказал: Ата, наверное, уже пора идти, мы все посмотрели. Он подозвал меня к фотоэкспозиции и показал на одного человека, который там был изображен на фотографии, и сказал: это твой предок. Тогда мне, конечно, стало интересно, я подошел поближе, начал его разглядывать и прочитал надпись под этой фотографией. Там было написано: депутация Казахстана или казахов на 300-летии дома Романовых. Вот, конечно, меня это сильно удивило, и я Аташке сказал: подожди, а как наш там предок оказался среди этой делегации? Вот, на что он мне сказал: сейчас мы выйдем и поговорим. Мы вышли с ним, сели в сквере на лавочке, и он мне рассказал, что я отношусь к роду Туре, что наши предки были известны в Казахстане, очень много сделали для нашей страны. Вот, и на мой вопрос, а почему я не знал об этом раньше, и почему мне до этого всегда говорили, что я отношусь к другому роду, вот, и зачем надо было от меня скрывать, вот, Аташка сказал, что, наверное, не самое хорошее время сейчас, чтобы афишировать своих предков, хотя, конечно, для нашей страны они сделали очень большой вклад. Дальше, когда я начал уже целенаправленно смотреть, кто же были мои предки, вот первое, с кем я столкнулся, это поскольку был самый близкий по временной шкале предок, это был Конаркульджи Кудайменде. Вот, я столкнулся с этой фамилией в романе Ильяса Есенберлина. Вот, и там это был самый главный отрицательный персонаж. Вот, и прочитав этот роман, первая, конечно, моя мысль была такая, что лучше бы я не знал, кто мои родственники, поскольку таким родственникам и таким предкам гордиться точно нельзя. Вот, и я, честно говоря, особо и не афишировал то, что я отношусь к роду Туре и что в моих предках был Конаркульджи Кудайменде. Гораздо позже я получил информацию от историков, которая в корне поменяла мои представления о моем предке. Конаркульджи Кудайменде получил право на аудиенцию у императора Николая I. Придя на эту аудиенцию, у любого, кто попадал на такую аудиенцию, было право на одну просьбу, которую император обычно исполнял. В 99% случаев, как мне сказали тоже историки из исторических документов, люди просили какие-то преференции непосредственно для себя, для улучшения своего благосостояния, положения в обществе. Но меня поразила та просьба, с которой обратился мой предок к императору Николаю I. Он попросил выпустить указ, по которому казахи навсегда освобождались от мобилизации Российской империи на те внешние войны, которые они вели. То есть благодаря этому указу казахи не участвовали в войнах, которые вела Российская империя на внешнем фронте. То есть человек потратил возможность, наверное, единственную возможность в жизни обратиться к императору и добиться непосредственно каких-то личных преференций, потратил ее на то, чтобы уберечь казахов от бессмысленных жертв в чужих войнах. Я считаю, что человек, обладающий такими моральными качествами, конечно, он не имеет ничего общего с тем персонажем, который был описан
у Ильяса Есенбердина. И тогда я понял, что я очень сильно подвел своего предка, засомневавшись в его моральных качествах. Вот. И я в глубине души покаялся перед ним. И сегодня я с гордостью, и после этого всегда с гордостью я говорил, что я потомок Конар-Кульжи Кудайменды. В тот день, сидя на скамейке в парке 28 панфиловцев, я искренне недоумевал, почему же от меня все это время скрывалось мое происхождение. На самом деле, сегодня, конечно, с высоты сегодняшних знаний, я уже прекрасно понимаю, с чем это было связано. То есть Аташка всячески скрывал свое происхождение и не афишировал родословную. Именно по тем причинам, что, наверное, больше вызывает удивление, что в свое время, в 30-е годы, он не попал под каток сталинских репрессий, поскольку он подходил вообще как кандидат номер 1 под это все. Во-первых, его происхождение из рода казахских аристократов, потомственный дворянин Российской империи, образование, членство в коммунистической партии, большой стаж членства в коммунистической партии. Плюс, это я тоже узнал уже позже, он был достаточно близко знаком с Акеном Сейфуллиным, и, скорее всего, где-то даже они работали вместе. Все это вместе должно было, конечно, привести его неименуемо в сталинские застенки. Вот. Я знаю, что он менял место жительства, я знаю, что он менял фамилии. Вот. То есть, получается, он как бы избежал этого всего, именно скрываясь. Вот. И с тех пор наше происхождение, его прошлое, оно стало табу. Табу не только для внуков, но, я так понял, и для детей до определенного возраста. И вообще Аташка, он как-то достаточно сильно отличался вот от Аташек моих друзей. То есть вот мое воспоминание о нем — это такой вечно отутюженный, в костюме. Тогда вот я удивлялся, это был такой шейный платок, который он носил, тросточка. Всегда прямой такой, худощавый, немногословный. Вот. Я никогда не слышал, чтобы он там громко смеялся, повышал голос. Всегда он говорил размеренно, не спеша и всегда по делу. Я помню, был еще один случай. Мы в этот же год, когда вот мы сходили с ним в музей Казахстана, мы с папой и с Аташкой проходили мимо памятника Чукана-Валиханова. Вот, и Аташка сказал: «Мен Чохан ағаның қасында отырам». Вот, а там находились еще другие аксакалы, которые удивленно его спросили: почему ты так обращаешься к Чукану Валиханову? Поскольку Чукан Валиханов умер молодым, и редко кто из аксакалов сегодняшних его называет Чукан-ага. На что Аташка просто ответил: потому что ага. На самом деле мамой моего Аташки была племянница Чукана Валиханова. Поэтому для него Чукан Валиханов был фактически дядей. Что касается моей Апашки, мамы моего папы, вот, ту историю их знакомства Аташка мне рассказывал. Это была такая интересная романтическая история, когда Аташка, будучи командиром эскадрона, упал с лошади с радикулитом. И благо в ближайшем ауле был очень знаменитый шаман, который его вылечил от радикулита, а помогала ему его дочка. И вот там при лечении радикулита Аташка познакомился с Апашкой. Вот, и они стали жить вместе. Вот, конечно, я с детства как бы слышал эту историю, вот, но, как выяснилось, никакого отношения эта история к правде не имеет, поскольку позже в «Караване» была статья, в которой было написано как раз про мою Апашку. Оказалось, что она никакая не дочь шамана. Она относилась к очень знатному купеческому роду.
Вот все эти материалы, о которых я говорил, я потом вывешу в своей группе и на своей страничке, и тем, кому интересно, они могут с ними ознакомиться. Но факт тот, что Апашка была из рода купеческого, и эта романтическая история была, конечно, полностью выдумана Аташкой для меня, чтобы я не задавал лишних вопросов. История с его радикулитом, про нее я слышал. Дело в том, что, помните, есть в истории Казахстана, это описывается факт, когда коммунистов на барже на Иртыше утопили и казнили. Так вот, на этой барже должен был быть и мой Аташка, но ему удалось сбежать, когда его туда конвоировали. Вот. Сбежав от преследования, он спрятался в каком-то подвале заброшенного дома несколько дней, и там заработал радикулит. А его история знакомства с Апашкой, я думаю, была гораздо более прозаичной. Наверное, он действительно был командиром эскадрона. Наверное, он приехал туда, где познакомился с Апашкой. Но цель, наверное, у него была, как по тем временам была у большевиков, это раскулачивание, я не знаю, там, продразверстка. Скорее всего, выполняя вот эти свои служебные функции, он тогда познакомился с моей Апашкой, и там они друг друга нашли. Вот, поэтому это было, я думаю, гораздо прозаичнее. Второй мой Аташка по маминой линии, Аташка Нургали Абдрахманов, вот, был коммунистом до мозга костей. Я помню, когда я находился в Москве и получал от него письма, в письмах он писал с коммунистическим приветом: твой Аташка. Он прошел войну от начала до июня 1942 года, когда был ранен и комиссован. Он являлся ветераном войны, он являлся инвалидом войны. Вот, и всю свою жизнь он проработал в партийных органах. Причем, когда я был в свое время уже студентом на его юбилее в Семипалатинске, вот, мы слушали его биографию. И там, конечно, и я, и все окружающие были сильно удивлены вот перепадами его карьеры. То он там секретарь райкома, то он там политрук, то он там мэр города, то есть председатель горисполкома, то он после этого колхозник на Целине. И когда ему начали задавать вопросы: а что случилось, вас как бы за что-то разжаловали? Вот, он удивленно на них всех посмотрел и сказал: как, говорит, это же был коммунистический призыв, партия сказала, надо там поднимать Целину, он все бросает и едет поднимать Целину. То есть это был человек, ну, наверное, такого типажа уже сейчас нету, то есть этот человек был абсолютным идеалистом, вот, но при этом был абсолютно предан тем идеям, которые он проповедовал. Я помню, был один случай, когда я услышал разговор на повышенных тонах между двумя Аташками. Вот. Мне стало интересно, потому что, ну, Аташка Газизов, в общем-то, редко повышал голос, так же, как и мамин папа. Вот. Я подошел к двери и услышал такой интересный разговор. Аташка Газиз говорил Аташке Нургали, что на самом деле он еще молод. Вот, к сожалению, у нее не хватает образования, чтобы понять, что то, что сейчас происходит, то, что построено, это не то, что они, здесь, ну, можно только догадываться, кого он имел под словом они задумывали и о чем мечтали, когда вступали в большевистскую партию, когда пытались изменить страну. Вот, на что Аташка Нургали говорил: ты просто антисоветчик, ты не веришь в партию, партия сама знает, партия не ошибается. На что Аташка Газиз ему ответил, что, к сожалению, на сегодняшний момент в партии очень много людей, у которых так же, как у тебя, не хватает образования и которые не привыкли думать. Вот, после этого они увидели меня, вот, подошли, закрыли двери, и дальнейшую часть разговора я не слышал. Отсюда я только мог сделать вывод, что они, конечно, относились оба к коммунистам, но коммунистам разных поколений. Если Аташка Газиз был коммунистом по убеждениям,
Вот, и он пришел в коммунистическую партию, я так понимаю, в партию большевиков осознанно, будучи богатым, будучи потомственным дворянином, он выбрал для себя именно это направление осознанно, на основе как бы своего внутреннего выбора и проанализировав, то Аташка Нургали, он уже относился к поколению людей помладше. Он был 12-го года, то есть получается на 14 лет младше Аташки Газиза. Вот. Он пришел в партию больше, наверное, не по убеждениям, а по вере. Вот, потому что вера, она отличается от убеждений. Вера – это не когда разум овладевает идеей, а когда идея овладевает разумом. Вот, поэтому его приход в партию основан был на безапелляционной вере в партии, в ее непогрешимость, и он никогда не задумывался над тем, что фактически решение партии – это решение людей, которые также могут ошибаться. Все люди ошибаются. И это правильно. Дело в том, что ошибки формируют наш опыт. Опыт формирует мудрость. То есть разница здесь между выбором по убеждениям и выбором по вере. Вот. Это вот, наверное, разное поколение коммунистов. Первое, я считаю, было более думающее. Второе поколение было поколение преданных коммунистов. И вот его биография, она как раз показывала то, что его служение коммунистическим идеалам, оно было именно безоглядным. Вот. Там не было ни капли корысти. Если партия делала призыв, он бросал все, и невзирая на имеющиеся какие-то материальные блага, он все бросал и шел исполнять волю партии. Вот. Если вспоминать Апашку, маму моей мамы, мы ее называли Аняшкой, потому что она была по национальности татарка. Она тоже относилась к какой-то купеческой семье, но это тоже не сильно афишировалось, тем более Аташка был таким ярым, идейным коммунистом. Вот. И когда как раз случилась перестройка, я помню растерянность Аташки Нургалия. Он бегал от телевизора к радио, слушал, на тот момент люди моего поколения помнят, ну и помладше, наверное, они помнят, что выходило огромное количество каких-то разоблачительных передач, статей, то есть поднимались архивные документы, показывались те нарушения, которые совершались в советское время. Вот. И для него, конечно, это был большой удар. Я помню одну фразу, когда мы с ним сидели, он любил выступать перед пионерами там, и так далее. Вот. Я его спросил: Аташка, а что ты вот сейчас дома сидишь? Вот, почему не пойдешь, как вот раньше в школе выступить? И он говорит: зачем? Я, говорит, я, оказывается, большую часть жизни служил злу. Вот. И это его, конечно, сильно подкосило. Вот. И он тогда мне сказал, что, наверное, прав был Газиз, я был молод, я его не слушал. И он мне об этом говорил еще тогда. Все, после этого как бы на эту тему он разговаривать не стал. Вот. Но вот это вот, то, что была подорвана его безоговорочная вера, наверное, вот это привело к тому, что он достаточно быстро угас и умер. Вот. Это вот вкратце все, что я хотел рассказать про своих Аташек, про свои корни. Вот следующее выступление я посвящу уже тем событиям в моей жизни, которые оказали наибольшее влияние на формирование моего характера. До свидания, до следующего эфира.